Добрый день, дорогие друзья! Это Галина Чигдорова. Сегодня у нас очередной выпуск подкаст-канала «Моя Библия Бурятия». Выпуск посвящается Международному дню родного языка, который отмечается каждый год 21 февраля в целях поощрения языкового и культурного разнообразия, многоязычия. Родной язык – это самая большая ценность народа, потому что именно он выражает все человеческое творчество, именно с него начинается все. Родной язык сохраняет и развивает материальное и духовное наследие народа, осуществляет связь между прошлым, настоящим и будущим. Тема нашей встречи «А мой бурятский тише и нежней, в нем мягче звук, мелодия длинней». Эти замечательные слова принадлежат известному бурятскому поэту Баиру Санумовичу Дугарову. Многие известные люди Бурятии вносят свой вклад в сохранение, развитие и популяризацию бурятского языка. Сегодня у нас в гостях один из таких энтузиастов. Режиссер, художественный руководитель Бурятского республиканского театра кукол «Ульгер», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», директор Международного фестиваля театра кукол «Путь кочевника», член Союза театральных деятелей России, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Эрдени Батачирович Жалсанов. Эрденя Батачирович, добрый день. Мы рады, что сегодня вы у нас в гостях. Но для начала, конечно, расскажите, пожалуйста, о себе. О себе, вкратце, если рассказывать, кому интересно, не интересно, да. Но я родился в Джидинском районе. Если быть точнее, в деревне, в селе Нижний Тарей. Тогда Нижний Тарей, там как раз был роддом. А так, мой отец из села Верхний Тарей, а мама Айорская. Поэтому я всегда говорю, что если я в Айор приезжаю, я говорю, Айорский, если Верхний Тарейский. А на самом деле, конечно, я постоянно говорю, что я Верхний Тарейский, а на это айорские мои друзья, одноклассники обижаются. Я говорю, перестаньте обижаться, я же тоже айорский. Поэтому я и айорский, и верхнетарейский. А когда за каменскими друзьями встречаюсь, они говорят, ты же закаменский. Ну да, я тоже закаменский. А почему закаменский? Потому что я 10 лет там прожил, до 7 класса в садик ходил туда. И до 7 класса выучился. Очень много одноклассников, друзей там осталось. Сейчас, конечно, они все разъехались, где-то уже вот рядом в Ланде живут. Так что вот такая очень, как сказать, на родину я очень богатый. Да, это очень хорошо. Откуда у вас вот такое хорошее знание бурятских традиций, обычаев, языка? Так как наше поколение, мы все были воспитаны в духе того времени, да, то есть носителями культуры, традиций, обычаев были наши дедушки, бабушки. И тогда была такая, опять же, традиция, наверное, родители оставляли на попечении своих детей бабушкам и дедушкам. И воспитанием занимались вот именно они. Да. Вот так и получилось, что я в Верхнем Таре от бабушки и дедушки получила те знания, которыми я до сих пор пользуюсь. И они неисчерпаемые знания. И все вот эти какие-то легенды, сказания. Бабушка мне каждый вечер рассказывала сказки. Мы ложимся, и мы расскажи сказку. И у нас такие потолок в палате, там такие ярные югды, вот эти были выемки такие, и лампадка горела, золото. И свет такой очень странный, мистический, дрожал. И мне казалось, что там какие-то воины ГСР. У меня иллюстрация, иллюстрированная книга была про ГСР, там, про Алымжи, Мургейна. И вот мне вот такая фантазия всегда возбуждала фантазии. И бабушка мне рассказывала порой даже одну и ту же сказку про
Ногонхана там и так далее. А потом уже плавно переключалась на какие-то житейские байки, и она всю жизнь свою биографию рассказывала. И я до сих пор помню до мельчайших подробностей всю ее жизнь, да, как они войну, как и детство ее прошло, как ее 2 раза замуж отдали. Вернее, отдавали за 15-летнего, ей было там 18 лет. 2 раза убегала, на 3-й раз уже те не приехали. Сказали, ну, и ямщиком она влюбилась в моего уже дедушку, а он тогда ямщиком работал, и они уехали там, в Улан-Батор, Богден-Курей. И для них это как бы такое свадебное путешествие было. Это так очень интересно рассказывать. Вот, и потом Авол Тахилова, наше Верхнее село, в то время считалось таким очень глубоко патриархальным селом, которое чтило все вот эти, и до сих пор, конечно, чтят традиции, обычаи, все. И когда вот со мной Дзайсын ходил по улице, я помню, он подходил к нашему домику и сказал: Мандира, Мандира, а вон того гаракты, не ходите там на Аво. Да. А я как раз держал пояс, и бабушка заворачивалась в пусок, усыч. О, какой-то, не идем, не идем. И потом Паванды уезжал на своей маленькой инвалидке, и везде там, как он исполнял поручение. Ну, конечно. Да. А потом все люди запрягали телег, там лошадей, и все поднимались на Аво. И там вот это была благодать, конечно, как бабушки, дедушки немножечко примут, там по 50 грамм, и начинают песни распевать. Вот эти старинные монгольские, сарсульские песни. Этот дух начинает старину вспоминать. Это сидишь, так вот, как губка впитываешь все это. Столько было, конечно. Сейчас этих стариков уже никого нет. Уже, конечно, носителей практически не осталось. Вот, к сожалению, конечно. И очень мало тех людей, которые могли бы в полной мере передать грядущему поколению, следующим своим детям, внукам вот те знания. А когда вот эта традиция преемственности прерывается, исчезает род, выхолащивается, исчезает, и исчезают народы, вот как в свое время, те вот минувшие века, был народ и нет народа. Да. Язык забывается, и все. Идентичность народа исчезает. Да, вам повезло, что вы родились в деревне, выросли, как говорится, оттуда, все сами через это прошли, это знаете, впитали как губка, да, и получается оттуда все ваши истоки. Да, и вот почему? Благодаря, конечно, вот тем старикам, которые застали своих родителей и дедушек, которые вот действительно жили в тех традициях неиспорченных. Да. Это же дореволюционные времена, еще дальше, которые прошли через горнило войны, послевоенные вот эти, да, трудные годы. И испытали очень много. Они же образование получали в Татарстанах. Они были очень образованные люди, знали вертикальное письмо старомонгольское, делали все своими руками. Мой дедушка, кроме того, что он был амухумбера, да, как сказать, в юности он прошел вот эту школу монашескую. Кроме того, у нас вот, ну, как джидинские буряты, сартулы, да, они же все строители, ну, отличаются, да, вот, тем, что они очень хорошо строят дома, избы. Вот он очень хороший был такой тарханкумбер. Да, конечно. Как вы думаете, вот что такое надо создать, придумать, сочинить, чтобы заинтересовать современных детей бурятским языком? Это вообще, конечно, с одной стороны, очень сложный вопрос, да, потому что очень много сейчас существует попыток, да,
а давайте вот так придумаем вот это, да, какие-то пособия появляются в школах, там, да, вот в разных школах, может быть, какие-то разные, там, да, вот, кто-то там придумает какую-то там студию, там, да, театральную студию, там еще что-то там и так далее. Но это тоже, но все мы как бы пытаемся прийти к одному результату, ну, вот, привить в детях вот эту любовь к своему родному языку. Ну, мы говорим родной язык, турулхи-хыла. А если ребенок в семье с самого начала говорит только на русском, то бурятский язык получается не родной его язык. А мы говорим турул-хылы, там, да. То есть надо, значит, как-то по-другому как-то вот все это дело повернуть. То есть изначально надо, наверное, какая-то, вот как я свою Янджиму учил, да, как только она начала уже садиться на колени, да, сколько там месяцев было, я постоянно каждый день включал клипы монгольских песен. Там все на видео, там же картинка. И вот она питалась этим. Она уже знала, как только я включаю, она сразу начинала там, двигаться, прыгать там, да. И услышит эту песню, сразу уши так востро и бежит. Ну, или же там стремится, да, вот туда пойти, и вот как тянет меня. И вот просто вот, а когда вот мы там, совсем маленький, сколько там, годик был, да, на АВО поднимались, и после АВО там же борьба, начинает бороться ребятишки. Она вот очень хотела бороться, потому что она насмотрелась этих монгольских вот этих игрищ, борьбы и так далее. И вот она вот просто вот так, а потом выбегала, там что-то пыталась там с ребятами там бороться. Вот. И у нее постоянно на слуху был вот это песни монгольские, вот этот дух, вот это, да, язык, вот, мелодика, да, речи и так далее. И мне легче было, конечно, переучить. А когда вот этого нету, то для них это иностранный язык. Значит, надо создавать среду. Среду надо создавать, языковую. А языковая среда, она не только языковая, там должна быть и музыка, там должны быть и вот сам интерьер, там, одежда, там, да, еда, запахи. Ну вот как-то так же, как мы выросли в деревне, это же все вот это в комплексе. В окружении полностью. Да, вот как суп варит, да, мясо, и вот структура. Или ты говоришь, ты тухой бурят, ты не доваренный бурят. А должен, вот, как сказать, вот, вариться до конца, потом уже это язык всю жизнь запоминается, не забывается. Правильно. Какой ребенок не мечтал хотя бы однажды, чтобы его любимые игрушки, ставшие лучшими друзьями, ожили и заговорили? Вы уже много лет работаете в Бульгарии. Когда и как впервые вы познакомились с театральными куклами? И какие куклы самые ваши любимые? Ну, в Бульгарии я уже 20 с лишним лет работаю. Любимые куклы, да, есть любимые спектакли. Там, допустим, спектакль «Дочь Байкала-Ангара», там замечательные куклы. Есть вот «Легенда звезд», кукла Зомбуря. Ну, по-моему, Зорон говорят, суслик, который помогает мальчику Салбону пройти все вот эти испытания. Ну, это просто замечательная такая кукла. Но все это в свое время хотелось бы, конечно, на бурятский язык перевести. Но в то время, это начало 2000-х годов было, как-то особо не было такой, как сказать, даже мне в голове желание, что ли, да, вот все это переводить на бурятский. А потом постепенно я начал понимать, что надо что все-таки вот на бурятском это делать. И вот сейчас вот новые куклы бурятского ЛНД на бурятском языке, они просто замечательные. Вот Ольга Васильевна Акимова, наш главный художник театра, мы с ним очень много спектаклей сделали, она меня с полуслова понимает. Просто вот я объясняю, и она вот делает, воплощает все это.
форму. Тандем хороший. Да, и вот просто замечательно. И недавно вот, новый спектакль до июня. Господи, про ребятишек, которые в детском саду готовятся к конкурсу. И там есть бабушка. А художником этого спектакля явилась Зундуева Чемита, наша молодая сотрудница, художник нашего театра. Ну, там просто изумительные куклы, конечно. Просто надо пойти посмотреть. Я в каждую куклу влюбляюсь, конечно. Потому что они живые настолько. Они уже начинают бередить твою фантазию, да, и кукла уже начинает как бы сама по себе жить своей жизнью. Да. А бывает так просто, так повернешь, и она уже никакая, абсолютно не живая. Да. Вот этой зимой главную нашу площадь ВЛНУТ украсил ледовый городок, посвященный популярным героям вашего мультфильма «Бадмай Чагдар». Что вы можете об этом сказать? Чагдар, Бадма, Чагдар, Бадма. Мендамар, Бадма. Мендамар, Чагдар. Буру булчинте, дағы даланте, он жылде, байың тарахың, орву. Булшың далың зузанте, буру, дағыт бұқшынтың, одырылдығар, шу елдағар, он жылде орбо. А это полная неожиданность была, конечно, для нас, для создателей мультфильма «Бадмай Чагдар». Ну, в лице моей жены Евгении и дочери Янджимы позвонили нам, сказали, вот этот проект «Бадмай Чагдар» победил, что будет там, они будут героями ледового городка. Это было вообще, конечно, удивительно. Я говорю, как? А почему у нас не спросили? Да. Ну, это же здорово, что они стали популярными и были героями вот этого ледового городка. Да. Я потом съездил, посмотрел. Ну, красиво, здорово. Конечно. И мы даже к нему вот квест-игру придумали. Да. И вот там как раз вот нарисовали Бадмай Чагдар, они задают вопросы, и ребята по QR-коду бегают по этим, принцип вот этой игры, квест-игры, да, вот из одной точки в другую, там, разгадывают, и потом в финале получают призы. Ну, очень хорошо. Благодаря интернету вот ваша мультипликация стала популярной не только в Бурятии, но и в Монголии, Франции, Шотландии. Это же очень хорошо. Ну, интернет – это такая штука, конечно, тут одномоментно могут увидеть тебя, или твое детище, или твой позор во всем мире. Тысячи людей, да, тысячи людей. И это уже на века навсегда останется. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. А так как вот Бадмай Чагдар тронули сердца монголоязычных наших братьев и сестер всего мира, да, ну, начиная там с нашей Бурятии, соседних регионов, Иркутск, там, да, Агинск, Монголии, внутренней Монголии. Ну и пошло и так по миру. Благодаря чему? Благодаря тому, что вот эти два мальчика, они ни на что не претендовали. Они просто радовались жизни, радовались тому, что пошел первый снег, и зима началась. Да? Один говорил на сартульском диалекте, второй говорил на хоринском диалекте. И при этом они абсолютно друг друга понимали. И не было никаких, и до сих пор нет. То есть это был принцип мой, чтобы они не выясняли отношения. Да. Ты говоришь так, а ты говоришь. А меня это очень сильно обозлило. Думаю, а почему так? Говорят, ой, я не понимаю, о чем ты говоришь. Это неправда. Мы все понимаем друг друга.
И не надо говорить о том, что ой, как-то странно люди, я ничего не понимаю. Да все понятно на самом деле. Да, этот Чагдар у вас подной, очень такие добрые персонажи, добрые мультфильмы у вас. Да, и опять же еще принцип такой, да, что это дети, они не должны говорить ни о политике, не должны быть то есть они не должны быть, как сказать, предметом для каких-то там этих, да, махинаций, Да. по политическую угоду, там еще какую-то там и так далее. Они не должны решать вот эти задачи. Конечно. Они просто живут своей жизнью, Детской как дети, жизнью. да, Да. и открывают для себя мир, интересуются, удивляются, радуются. Вот как дети, да? И Да. вот это и подкупает на самом Вот деле. это, вот это да. замечательно. Потому что как бы на одном языке с детьми, дети сами Да. понимают, да. Вот в 2021 году у вас вышла книга Цветы Пожамбалова с вашими иллюстрациями, и вам там удалось создать необычные, запоминающиеся рисунки. Герои такие получились национальные, колоритные. Расскажите, пожалуйста, об этом замечательном. Это тоже, опять же, приятная неожиданность. Мой друг, однокурсник, сосед Саян Цыпыч Джамбалов, ныне сейчас художественный руководитель бурятской драмы, обратился ко мне и говорит: да нет, давай, говорит, это самое, я выпускаю новую версию сборника стихов моего отца Цыпыча Джамбалова. И мы же знаем, что ты уже рисуешь, у тебя мультики есть, и нам очень нравится твой стиль. Ты же, когда студентом был, на всех нас комиксы ты сам рисовал. И, в общем, это именно туда. Я согласился, хотя так подумала, что-то у меня уже новая какая-то появляется такая стезя, Да. очень неизведанная. И был немножечко такой, как сказать, страх. Да? Но, тем не менее, сейчас вот эта книга вышла, иллюстрированная. По-моему, уже раздали по всем библиотекам. Да? Да. А Саян Цыпыч вот буквально на днях сказал, что они сделали еще 300 книг, тираж. Это пойдет уже на продажу. Люди уже могут приобрести. Я не знаю, где там, да, но можно и ему позвонить, мне позвонить, я ему передам. Да, можно приобрести бурят на бурятском языке. И на двух также, языках. Да, на двух языках, да, с переводом идет. Так что вот мои монгольские друзья могут также заказать. Это очень, на самом деле, очень интересная
творчество, интересное творчество, поэзия очень великого, замечательного поэта Цыдыпа Жамбалова. Здесь такой искрометный такой юмор, даже в какой-то мере это какая-то такая даже сатира, да? Да. И они очень глубоко драматургичны. Каждое стихотворение, да, это драматургия. И сам по себе вот этот муры-сон, соревнование бокс, это вообще это целый спектакль. И у меня сразу же зародилась идея. Я в мае месяце уже хочу выпустить спектакль по этой книге, по поэзии. Ты как замечательно. Очень даже, я с вами согласна, что это замечательная книга, поэтому очень даже она привлекательна. Такие яркие красочные иллюстрации. Сам текст такой юморной, такой забавный. Читается вообще на одном дыхании, да, конечно. Вы режиссер-постановщик фильмов. Расскажите об этой игре. Ну, это уже было. Была, ну, каждый человек, наверное, да, вот проходит какие-то этапы, скажем так, становления. Да. Вот один из таких этапов становления был вот именно, началось это с моей работы, деятельности на телевидении, где я научился вот, снимать, да, ну, тогда еще такие старые камеры были, ХСки там, да, и я из Германии еще привез такой маленький такой камеру. И мне это очень здорово понравилось, я начал снимать, потом сам монтировать, научился монтировать и не только, а там еще такие бобины такие были, на этих бобинах, затем писать тексты и все это дело выдавать. Ну, просто я так подумал, что это мое. Да. И постепенно начали появляться там документальные фильмы, а уже работая в театре Ульгер, вот пришла вот такая идея, думаю, ну, надо художественный фильм замутить. Тимур Мирнер ТВ. Вот мы фильм создали, Пирнук Чингисхан, также вот вместе с Аян Цыдыпом Жамбаловым. Вот такая была очень дружная команда. Потом сам уже самостоятельно, я сам написал киносценарий. Фильм называется «Эхо». Он, кстати, висит тоже в интернете, можно посмотреть. Ну, они все в интернете есть. Ну и вообще вот кинематограф, он очень, конечно, мне близок. Вот когда даже спектакль ставлю, да, там иногда вот есть такие моменты кинематографические, хотя как бы говорят, что театр – это одно, а кинематограф – это другое. Все равно они вот как-то друг друга подпитывают. И кинематограф во многом определил рождение вот этого мультфильма «Бадмы Чагдар». Конечно. Да, начиная от, когда ты раскадровку делаешь, рисуешь. Да.
И вот когда вот уже мультики создаешь, все равно это же кинематография. Ну, Получается. Да. Конечно. Но раз вы в гостях в библиотеке, конечно же, как без этого вопроса. Какое место книга занимает в вашей жизни? Ну, самый первый. Потому что все, что мне необходимо, я беру из книг. Книга – это вообще кладезь. Я с детства приучен читать. В детстве всегда очень много читал, очень много литературы дома было. Папа очень был такой полиглот. Очень много всего знал. У нас библиотека такая была шикарная. И у меня дома тоже много книг. И на работе у меня стол весь завален. Ну, потому что все должно быть под рукой. Когда я пишу сценарий, я не могу все это в голове держать. Да, и в голове не так уж и много чего да, находится. Это все находится там. Это же величайшая мысль, гений, как говорится, всего человечества. Это книга. Вся мудрость, все, что накопило человечество, да, опыт, оно как раз-таки находится вот в этой всемирной библиотеке, как мы говорим, да, вот в этой книге. Да. Поэтому надо читать, надо воспитывать себе вот эту культуру чтения, что ли, да. Да, мы с вами согласны. Вот что вы любите читать и ваш любимый писатель? Это, конечно, неожиданный вопрос, казалось бы, да. Но когда человеку там задают такой вопрос, кто твой любимый писатель, да, и человек там начинает думать, надо как-то красивое какое-то там имя назвать, ну типа Достоевский, да. А что ты читал Достоевский? А на самом деле мне Достоевский очень далекий писатель, да. Я, наверное, там помню, что вот «Преступление и наказание» читал, но потому что это надо было, да. Потому что в театральной студии это надо было. Потом, значит, читал «Идиота». Но это был просто тот ранний период становления, да, когда студент, еще совсем молодой, да. И у меня после этого как-то вот такой классики, да, где человек все время страдает, через какие-то там испытания проходит, мучается, занимается каким-то самоистязанием, да, это не моя природа, это не мои писатели, да. Я больше люблю такое светлое, ну, допустим, там, Зощенко, Ильф Петров, допустим, да, чеховские рассказы смешные, да, есть такие, даже вот всегда вот пытаюсь там спектакль какой-нибудь поставить, да. Вообще вот, ну, я выросший на сказках, там, да, ну, классика, они у нас уже в репертуаре, они все есть. Эти писатели, эти сказочники, эти драматурги. А вообще я люблю поэзию. Монгольскую поэзию люблю. Вот Бабу Халсарун, это мой величайший друг был. Мы с ним очень близко дружили. И он очень известный человек, поэт, режиссер был, художник. Просто я настолько проникся вот всем сердцем, всей душой его поэзии. Да? А из наших поэтов с самого студенчества я просто полюбил Пастернака. И потом вот я читал эти стихи, я читал на каких-то конкурсах, читал. И вообще вот хотел вот как бы заучил несколько стихотворений, которые вот до сих пор, ну, как бы повторяю, там, быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архивы, надо рукописями трястись, цель творчества, самоотдачи, а не шумиха, не успех, позорно ничего не значит, быть притчей на устах у всех, да? Вот это как девиз такой, да? Очень люблю поэзию Марины Цветаевой. Просто в одно время это было какое-то увлечение такое. Хотя, говорят, там, ну, это же поэзия для женщин. Нет, такого не бывает вообще в поэзии, да, женской или там мужской, там, да. И
поэзия меня всегда вдохновляет на сочинение каких-то новых идей, спектакль, скажем так, да. Вот Намжил Нимбуев меня тоже сподвиг на очень многие такие дела, связанные с театром, с постановками. Вот бывают такие великие люди, творчество, которое, да, тебя сподвигло на что-то, нечто такое хорошее, скажем так. Да, в этом сила вот всего этого творчества, Да. конечно. Да. Ну и, конечно, спасибо вам большое за интересную беседу. Очень было с вами приятно пообщаться. И желаем, конечно, вам в дальнейшем здоровья, творческих успехов, удач, чтобы все ваши планы осуществились, и чтобы вы еще больше таких прекрасных, как говорится, создали таких произведений. Такие у вас талант у вас как бы во все, как говорится, стороны у вас все, за что не беретесь, все у вас, как говорится, исполняется и делается. Да пусть будет так. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Существует около 6000 языков мира, и некоторые из них уже не существуют, некоторые уже находятся на грани исчезновения. И в нашей Бурятии есть проблема с бурятским языком. По этому поводу очень хорошо сказал выдающийся ученый, педагог Иван Яковлевич Яковлев. Русский язык не вместо родного, а вместе с родным языком. Родной язык, святой язык, отца и матери язык, как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг. Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать, а сказки бабушки потом я научился понимать потом. Родной язык, с тобою смело шел я вдаль. Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль. Этими замечательными словами про родной язык мы с вами завершаем эту встречу. До свидания, до новых встреч. Бадма, чагдыр, чагдыр, бадма, бадма, чагдыр, чагдыр, бадма, чагдыр, бадма. Бадма, чагнаре, ханге баве, хефсилген. Доланап чактыр бегали эбегелже нерго хережа бена. Торет танда, терилгин яхан тисгут. Улы хорме теренгин сесегер ягаржа бена. Хус маднос, амтате шуз долёе бадма. Хухун модане шухун нереши садхадык унда. Хорожа уйо садаттара. Гинге мама, хухыч бесим шинге. Хухун модын мане жи. Ханге баве мане ицик. О карвада мытых куихун унды суи мото шингер. И жин уга и сви уга дом. Унынос тос, уненес тос. И гир нахана ире балаха, бага нахана батыр балаха. Сылыңгы мурың. Байын сылыңгы. Сылыңгы, сылыңгы, Сен кухын буряден. Сесігір долдиғо.
Selenge